я прошла такой период отрицания. Все будет нормально, в 5 лет он заговорит. Мне кажется, да, действительно нужно больше информировать, больше говорить. Бионический протез будет больше подходящим, чем, например, там, механический. Каждый этап нашей жизни — это, безусловно, опыт. Это был прям невероятный опыт, который я, мне кажется, пронесу через года. Любовь Николаевна, добрый день. Мы очень рады, что вы сегодня у нас в студии, нашли время в своем плотном графике. Здравствуйте, я рада быть здесь. Любовь Клюкина окончила Красноярский государственный аграрный университет, Дальневосточный институт управления, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Начала трудовую деятельность в родном Ленском районе. В 2013 году создала волонтерское движение «Лучи Ленска». С 2018 по 2022 год занимала должность заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. В настоящее время директор благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья «Карсхал». Любовь Николаевна, в Ленске вы были активным общественным деятелем, да? Вы руководили волонтерским движением «Лучи Ленска». Уже тогда активно очень работали. Это 17-й год был, да, по-моему? С 2011 года. 2011 года, да, активно работали именно в этой сфере по направлению благотворительности. Очень много организовывали. Как вы пришли туда? Как вы это почувствовали? Потому что в своей работе, сколько я работаю, уже 20 лет, да, сколько проектов делаю, и всегда вот интересно общаться с людьми, которые на стороне добра, да, которые, забыв практически, в кавычках даже, да, о своей семье, о своих каких-то будничных проблемах, да, начинают думать о других людях. Больше вкладываться в ту сторону. Ну, я с детства была довольно активным ребенком. Я третья, маленькая всегда, да, поэтому у меня было как-то меньше домашних почему-то обязанностей, была возможность, ну, вот так развиваться. Родители это очень приветствовали. В школе я была старостой класса, причем переизбиралась, да, ежегодно. И, ну, видимо, свойства характера такие, что как-то вот хочется что-то делать, менять. И при этом есть такое понимание, и всегда оно было с самой школы, о том, что что-то сделать лучше и решить какие-то проблемы можем только мы сами. И это возможно только с нашим участием. То есть, где это есть... передается от среды, значит, ваши родители были такие? Да, у меня довольно активная мама, она много лет возглавляла детский сад, там, с 16 лет работала в этом детском саду. Папа у меня был такой больше человек леса, и мне очень повезло с моими педагогами, с моими воспитателями, с моим первым классным руководителем, со вторым классным руководителем, которая как раз-таки меня привела в 8 еще классе в совет старшеклассников. А совет старшеклассников всегда были с 9 класса, она меня уже в 8 так вот привилегированно привела и сказала: вот давай, вот тут тебе дело точно будет. То есть они меня всегда поддерживали, ну и я как-то старалась отвечать, не знаю, взаимностью, стараться делать, помогать. Вот. То есть это было вот всегда во мне, я не скажу, что это как-то вдруг внезапно возникло. Значит, вы с детства были ответственным ребенком, ответственной ученицей, да, и ко всему подходили очень серьезно. Да, я закончила школу с серебряной медалью, опять же, благодаря поддержке педагогов, потому что был период, когда уже не очень хотелось учиться, они сказали, что все же это нужно сделать. Вот. При этом у меня 4 по русскому языку. Вот. Что, в принципе, видно по моим социальным сетям. Меня всегда поправляют, что запятая не там или что-то еще. Вот. Старалась быть. Я не скажу, что я очень ответственный человек. Это прям борьба всей моей жизни, потому что я планирую, да, и прям вот я пытаюсь из себя сделать ответственного человека, но не всегда у меня получается. Мои коллеги об этом знают, что я могу там запланировать, и, например, что-то там пойдет не так, да, вот, и при этом страдаю потом ужасно из-за этого. Ну, хотя тут, по свойствам характера мышление немного хаотичное, можно так сказать. Вот. Но я стараюсь.
Но как вы думаете, почему именно на вас, да, тогда возлагают вот такие надежды, потому как вы в руководящей должности, ну, довольно давно, да, и главный специалист, потом замминистра, да, по молодежной политике, ну, такой прям руководящий опыт у вас довольно-таки большой. И в школьные годы, вы говорите, Ну тоже да. староста. С 2014 года вот я возглавила комитет по молодежной семейной политике. Это что уже получается, да, уже прям приличное количество лет. Может быть, потому что я просто беру и делаю дело. Вот. У меня есть проблема, я считаю это проблемой. Я очень много делаю сама. Тема делегирования для меня была одно время вообще не знакома. Вот, то есть, например, в Ленске, с учетом того, что это была молодежная политика, и очень много про визуал, поэтому я сама вела социальные сети, это вот группа во ВКонтакте «Молодежь Ленского района». Я ее открыла еще, будучи общественником, я же ее вела сама. Это ежедневные посты, это ответы на комментарии и так далее, и так далее. Я сама делала все афиши, я сама вела все мероприятия, сама там оформляла, расставляла волонтеров, ну и так далее, так далее. Сама вела переговоры с теми, кого мы зовем. То есть я очень многое всегда привыкла делать сама. Потом, слава богу, меня всегда начала поддерживать моя команда. Вот. Может быть, поэтому мне доверяли. И на самом деле в своей начале трудовой деятельности я же занималась, вообще была в другой сфере, я была в сфере экологии. Вот. А потом меня пригласил глава района прийти в комитет и вообще поменять полностью вот свою деятельность, свою жизнь. Ну, просто, видимо, видел какую-то вот мою активную деятельность. И тогда меня поддержала бывший главный специалист по молодежной политике Мария Олесова. Она сейчас главный редактор газеты «Ленский вестник». Она меня прям звала на эту должность, говорила, ну это, Люба, прям твое. И она стала таким вот путеводителем, на самом деле, в молодежку на тот период. Возвращаясь во времена студенчества, выбрали профессию зооинженера. На самом деле я хотела быть экологом. Потому что я с папой много проводила, то есть каждое лето у меня было в тайге. После несколько лет подряд я участвовала в экологических экспедициях по разным рекам Ленского района, изучала лишайники, лихинофлору. Мне казалось, я никак не могла понять, кто я, гуманитарий или математик. Выбрала, естественно, научное направление, хотя в химии на самом деле не блистала. И я тогда самостоятельно поехала сюда поступать, в центровузы, вот по целевому направлению. Прилетела сама, без родителей, в Якутск после окончания 11 класса. И меня здесь, как это называется, ну вот схантили, забрали. То есть меня увидели Красноярский аграрный университет и предложили без экзаменов, то есть буквально вот так бумаги положи, и ты поступила. Вот. Для меня это, ну, и причем бесплатно. Мне очень важно было тогда, чтобы родители, они как бы меня родили уже поздно, были уже в возрасте, и мне было переживательно, что в это время как раз, это был 2004 год, очень высокие были цены за обучение. Я не хотела, чтобы за меня кто-то платил, поэтому мне было важно вот бесплатно. Поэтому бесплатно, а потом уже, когда я увидела, куда я поступила, для меня это был некий сюрприз. Позвонила родителям, маме говорю, ну вот зооинженер, она говорит, ну потом переведешься. Ладно, приехала в Красноярск, поняла, что это не моя профессия, но потом перевестись не получилось, потому что целевое обучение, у нас контракт с Минсельхозом, и нужно учиться. Поэтому доучилась до конца, и благодарю, это был классный, интересный опыт. Но да, не работала ни дня по этой профессии. Ну вот вы работали в комитете, в министерстве, да, и каждый этап нашей жизни — это, безусловно, опыт. Какой опыт вы извлекли из того периода? Вы же сейчас находитесь уже в совершенно другой сфере. В принципе, то, чем занимались, как хобби, да, сейчас это уже дело вашей жизни. Но самый главный урок, да, это про команду, про командность. Без команды невозможно ничего. Иногда команду нужно воспитывать, немножечко переориентировать, да, на те ценности, которые необходимы или которые вижу я. Но, слава богу, мне всегда очень везло с людьми, как в Ленске, так и в министерстве, так и сейчас. Вот, что это люди, которые понимают, чем они занимаются, хотят это делать и хотят развиваться вот в этой сфере. Поэтому самое главное — это команда. 2 — это проектный подход.
ко всему. И самый главный урок после министерства — это работы никогда не бывает слишком много, потому что там ее был невероятный избыток, то есть очень-очень большая нагрузка. Вот чиновников очень часто ругают, к сожалению, но те, кто ругают, они не понимают тот объем работы, которую делают государственные органы власти. Это просто титанически на самом деле вот именно такой кропотливый, сложный труд. Вот. И сегодня ты планируешь одно, и сегодня же появляется куча еще дополнительных задач. Куча другого, да, и при этом есть еще свои задачи, и есть параллельные поручения, и этого всегда очень-очень-очень много. Я не скажу, что я прям очень сильно довольна работой своей в министерстве. Это был небольшой срок работы, но это был прям невероятный опыт, который я, мне кажется, пронесу через года. Ну и сейчас мы с моим родным министерством дружим 24/7, постоянно общаемся. Вернемся к теме благотворительности. Сегодня общество разделилось. Да? Те, кто действительно поддерживает, несет добро, сеет добро и хочет помогать людям. Другая сторона — это те люди, которые говорят, что здесь обманывают, здесь хотят что-то получить от меня, да, и с этой стороной ничего тоже не сделаешь. Да? Вот как ведется работа, чтобы действительно просеять вот это зерно, да, и призвать людей открыть свои сердца и быть частью, да, пусть не вашей, да, истории, пусть не вашей жизни, да, но помочь людям, которые действительно нуждаются. Ну, во-первых, оказание любой помощи — это всегда хорошо. Вот. При этом мы понимаем, что люди, оказывая какую-либо поддержку, они через это растут. Может быть, кто-то там, не знаю, самоутверждается, да, кто-то в себе находит новые грани и так далее. Но мы всегда, как фонд, призываем к умной благотворительности. К умной — это значит помогать фондам, которые будут открыто показывать информацию, на что сбор, куда сбор, для чего сбор. К фондам, которые верифицированы. У нас, например, есть в России очень хороший сайт, фонд «Нужна помощь», у него есть сайт «Нужна помощь», и там есть верифицированные, проверенные на 300 рядов, то есть вся отчетность, вся информация, вплоть до, не знаю, нашей личной жизни проверено, и там можно себе найти по своим интересам тот фонд, которому вот хотелось бы оказывать поддержку, помогать. Вот. Я призываю к тому, чтобы люди критично относились, да, к тому, куда они направляют свои средства, время, силы и энергию. Потому что энергия, она же как бы множится, да, если ты направляешь во что-то хорошее, видишь обратную связь, то тебе хочется делать и еще что-то большее. Да? И это не только про деньги. Помогать можно и нужно не обязательно деньгами. Вот сейчас есть очень хороший пример, когда у нас многие женщины помогают вязать сети, да, которые потом укрывают наших бойцов и помогают им спастись в каких-то сложных ситуациях. И это помощь вот руками, да, своими силами. Или, например, у нас есть классное волонтерское движение в фонде, и ребята просто приходят и помогают нашим ребятишкам, подросткам с инвалидностью перемещаться по центру, пить воды, что-то перекусить. То есть это очень такие простые действия, которые они приходят, выполняют, и при этом не тратят на это ни копейки. Да? И как охотно идут к вам волонтеры? Волонтеров, у нас выросло количество волонтеров за этот год, кратно выросло. Мы используем для привлечения добровольцев систему добро.рф. Мы там верифицированы официально, поэтому часы волонтерские, они теперь отображаются даже в госуслугах вот, у тех волонтеров, которые к нам приходят. У нас постоянных волонтеров 30 человек. Это чаще всего молодые люди и студенты. Больше, конечно, профильного направления, то есть педагогическое, психологическое. Просто потому, что для них у нас целевая аудитория, с которой они дальше будут работать. У нас такая есть отдельная инклюзивная программа
фонда, в рамках которой мы проводим мероприятия различные массовые. Это парафестивали, на которые могут все прийти. Это уроки доброты, когда у нас ребята с инвалидностью приходят в классы к нормотипичным детям и рассказывают о себе, что вот мы точно такие же, и по сути у каждого из людей есть какие-то различия. И вот у нас тоже, может быть, есть какие-то различия, которые никак могут не влиять на качество нашей жизни или на желание развиваться. Вот. Мы стараемся очень активно вести социальные сети фонда. При этом в социальных сетях на нас подписаны не только наши родители или специалисты, но и такой широкий круг людей. И мы всегда благодарим за репосты нашей и информации, чтобы она максимально распространялась широко. Вот. Проводим мы разные мероприятия. Например, вот сейчас у нас в Страда проведение 10-го фестиваля анимации «Чудеса кино». Это абсолютно инклюзивный такой фестиваль, в котором могут принять участие как ребята нормотипичные, так и ребята с инвалидностью, с ОВЗ. Просто сделать мультик, нам его отправить, потом мы вместе собираемся, эти мультики смотрим, мастер-классы проходят и так далее. То есть через такие мероприятия, когда есть точка соприкосновения ребенка, который никогда в жизни не сталкивался, да, с темой инвалидности, и с семьей, в которой воспитывается ребенок с инвалидностью, и вот где вот это вот соприкосновение, когда они могут друг другу помочь. При этом есть еще очень хорошие примеры, когда у нас те мамы, которые максимально занимались сборами первое время, они сейчас работают более проектно, и мы им помогаем оформлять свою проблему, на которой ранее они вот собирали, да, средства, помогаем оформлять ее в проект и подавать на разные грантовые конкурсы и получать поддержку. Или, например, чтобы мамы объединялись между собой вокруг одной проблемы, и мы решали как-то ее более системно. У фонда есть хорошая опция, мы же системно оказываем поддержку семьям. У нас есть психологи и, самое главное, есть юристы. Поэтому правовая поддержка, когда есть какая-то проблема, ну, например, тяжелая жизненная ситуация, нет средств в семье, потому что. И юрист раскручивает этот клубок, и выясняется, что, например, нужно оформить исковое заявление куда-либо, написать письмо в какое-либо ведомство. И в этом плане мы помогаем этой семье сделать так, чтобы они получили причитающуюся от государства поддержку, помощь. А сейчас, мне кажется, дефицита в поддержке государства уж точно нет. Уже выстроено очень много моментов того, откуда можно ее получить. Да? То есть и мы вот так вот помогаем сделать так, чтобы помощь была более системной, конкретной и оформленной вот в нормальном виде. По поводу инклюзивной среды, да, это тоже как бы одно из направлений вашего фонда. И вы говорите то, что да, очень многие едут на реабилитацию, да, оказываются какие-то сборы, но потом возвращаются домой, да, и сталкиваются с той же реальностью, откуда они уезжали. Да? Как идет работа в этом направлении? Наш фонд вот, он оказывает такую поддержку специалистами, то есть специалисты могут давать рекомендации, что именно нужно, в каком формате это нужно, куда обратиться, где проходить, то есть как в онлайн можно реабилитировать, если это возможно, да, в той или иной ситуации. Это первый момент. Момент второй. Мы стараемся связывать наши семьи с крупными федеральными фондами по направлениям, по нозологиям, потому что наш фонд, он общий. Там ребятишки всех нозологий, начиная от ДЦП, заканчивая ребятишками с синдромом Дауна. Да? Но есть федеральные фонды, где выстроенная система. Например, у нас есть хорошее взаимодействие с фондом соединения, сообщество семей слепоглухих, которые помогают обустраивать среду внутри квартиры для детей, у которых есть потеря зрения, да, и глухота. Вот, то есть это такой вот постоянная индивидуальная работа. У нас, в принципе, ФСС неплохо работает в плане обеспечения средствами реабилитации. Сейчас тем более новая система, электронные сертификаты, и мы помогаем семьям погрузиться в эту систему, понять, что лучше сделать, как лучше сделать. Может быть, бионический протез будет больше подходящий, чем, например, там, механический и так далее. И самое важное, самое главное, что обычно не лежит на поверхности, это обучение родителя тому, как быть более счастливым со своим ребенком. Я вот очень прямо скажу,
году. Это психологическая поддержка, групповая психологическая поддержка для ребятишек маленького возраста, для их родителей от 0 до 6 лет. Это ранняя помощь, когда родители проходят прямо курсы, семинары по тому, как нужно вести себя со своим ребенком, что можно делать на дому, какую реабилитационную работу и так далее. То есть мы больше про информирование. Пока, к сожалению, у нас нет ни одного проекта по обустройству вот домашнего быта. Да? То есть мы таким вот связующим звеном пока являемся, но это вот про подумать. Это вот мы сегодня буквально говорили с руководителем сообщества ребятишек, у которых слепота, ну и слабое зрение. Мы с ней говорили, что нам нужно оформить проект по обучению родителей тифлочтению, да, вот, чтобы они понимали, что потом могли учить своих детей. То есть мы это проговорили, вот сейчас этот проект будем готовить, собирать. Мне кажется, да, действительно нужно больше информировать, больше говорить, потому что где-то в отдаленном селе да, могут находиться родители, да, которые сидят в неведении и не знают, как обращаться с ребенком. Да, и могут застрять на разной стадии, например, на стадии отрицания или на стадии шока, когда только узнали диагноз. То есть там как бы есть такая разная стадийность, поэтому мы стараемся по мере, конечно, своих сил, возможностей делать разные встречи для мам, где они могут общаться, делиться своим опытом, проговаривать, разговаривать. У нас это сейчас называется «Женский день». Вас погрузила вот мир доброты, скажем так, да? Мама, да, это ваши родители, отец, да, вот погружал вас в лесную романтику, скажем так, да. Мама своей активной деятельностью тоже показывала, да, что нужно бескорыстно, вопреки, делать добрые дела. А вы со своими детьми тоже погружаете, вы показываете? Старший сын вообще провел очень-очень много времени на моей работе. У нас даже есть фотографии, где я что-то провожу с оралом в руке, ну вот с этим, да, с громкоговорителем, и он у меня параллельно здесь, да. С самого маленького возраста я пришла в молодежку, когда ему было 2 года, вот. Поэтому он всегда был со мной. Он старается волонтерить, он ведет у меня, ему уже сейчас уже почти 14, и он ведет, когда есть такая возможность, мастер-классы для ребятишек по лепке. Вот, это очень любит делать. Ну и старается быть таким, как бы... Он не в меня. Он не в меня, он не такой, не суперактивный, очень, наоборот, такой меланхоличный парень, но при этом, где нужно, он всегда готов помочь. И он, конечно, первый помощник дома. Вот, в быту, прям, я не знаю, что бы мы без него делали на самом деле. Вот. Младшего сына очень сложно брать на работу, поэтому, ну и в принципе он пока еще такого начального маленького возраста, вот. Хотя он у меня бывает, ему в фонде очень весело, интересно, там же тем более у нас очень много игрушек, вот, поэтому фонд он обожает, но пока я думаю, что он как-то критично не понимает вообще, чем мы занимаемся на работе. Вот. Ну и на самом деле все разговоры дома, они про работу, они про то, что какие проекты мы запускаем, что у нас происходит, где у нас есть проблемы. Вы перетаскиваете работу? Я перетаскиваю работу вовсю, потом у нас, и иногда я не могу вообще выйти из работы в плане вот в телефоне продолжаю находиться, что, конечно, не всегда нравится моему супругу, но как бы он уже смиряется за все это время с этой историей. Вот. Поэтому у нас всегда вот полное погружение в происходящее. Ну вот вы сказали то, что трудности в развитии, да, с речью у младшего, как вы сама уже мама, которая и общается с другими мамами, как ведете работу? В данном случае я слегка отстающая мама, потому что я прошла такой период отрицания. Все будет нормально, в 5 лет он заговорит, ну вот что-то такое, да. При этом меня почему-то в этом поддерживали даже близкие, говорили, ну вот у нас там тот родственник поздно заговорил, этот поздно заговорил и так далее, так далее, так далее. Теперь, когда мы видим, что все же не запуск речи в нормальном формате влияет и на другие функции, потому что речь — это такая высшая нервная функция, да, от которой зависит все остальное,
То есть мы прошли диагностику, мы занимались с нейропсихологом, потом поставили на паузу, потом приняли решение вот ходить в детский сад, чтобы он там у меня социализировался и общался максимально. Ну и сейчас мы планируем пойти, дай бог у нас получится, через ПМПК в логопедическую группу, где будет, я надеюсь, определенное вот развитие. Ну и если честно, на данном этапе все, что я пытаюсь делать в первую очередь, это быть максимально, насколько это возможно, ресурсной мамой. Давать ему себя, читать, делать что-то руками, лепить, рисовать. Он у меня любит рисовать. Вот. Ну и делать что-то вместе. Насколько это возможно с учетом мероприятий, работы и так далее, так далее. Но пока какую-то серьезную... Я, видимо, где-то застряла в какой-то стадии, сейчас психологи мне уже скажут, где, да? Вот. Пока каких-то серьезных действий по реабилитации я не провожу. То есть я вот на такой стадии нахожусь, и при этом супруг сказал: вот твое решение, ты будешь, вот как ты скажешь, так и будем делать, а я вот подзависла. А я как раз про это хотела с вами поговорить, Да. как раз за кадром, да, то, что люди забывают о своих семьях и больше заботятся о других. Ну вот я немного этим страдаю, прям страдаю, и страдают все. Вот у меня бывает такое, и когда у меня рост старший, ну он такой очень, парень был супер такой развитый, да, мне тогда помогала в воспитании моя мама, и я понимала, что есть люди, то есть у меня супруг очень такой хороший папа, вот, поэтому я знала, что есть Андрей, есть мама, которые вот всегда там поддержат, помогут, а я в это время могу себя вот отдавать. Потом, конечно, постоянно чувство вины. Вот. Через это я проходила несколько раз стадиями. Вот. Теперь я понимаю, что, видимо, это была неизбежная история. Ну и сейчас у меня примерно это повторяется, но теперь все же младший сын, он больше на мне. Да? У нас никого здесь нет, кто бы нам помогал в его воспитании. Вот. И поэтому вот немного сложнее, и я понимаю, что надо как-то уже разделять. Это и было на самом деле причиной ухода моего с госслужбы. Потому что стало понятно, что невозможно работать в нормальном режиме и еще и заниматься ребенком. Да. Кому был вопрос, я сама себе задала, кому я его родила. Вот. Как бы понятно же, что себе, да, тем более это был супер долгожданный парень, разница 10 лет между мальчишками. Вот. Стало понятно, что лучше я уйду. Но хотя, как у меня муж смеется, ты всегда уходишь во что-то новое, и потом все равно много. И при этом я обещаю, что работы будет поменьше, но как-то не очень. В своем интервью вы сказали то, что хотите продолжить те начатые проекты Веры Душкевич и Ольгой Захаровой, да, которые руководили фондом. Как новый руководитель, вот сколько лет уже? 2 года? Год. Один год. Да, 1 год. Какие цели ставите сейчас? Что хотите внедрить? Ну, на самом деле было и погружение, и параллельное внедрение, потому что мы пошли в проектную историю, фонд ранее прописывал проекты, но побед было не так много. А за последний год мы стали победителем очень крупного конкурса «Эффективная филантропия» от фонда Потанина, получили более 4 миллионов рублей на его реализацию. Это мастерские, и это про наш план, чтобы через мастерские фонд зарабатывал себе средства. Да? Чтобы был вот как бы хотя бы в какой-то степени самоокупаемый, насколько это возможно. То есть мы такую маркетинговую, коммерческую жилку привносим в фонд. При этом это начинала Вера Петровна, у нас была типография, мы вот как бы расширили, да, эту историю. У нас сейчас работает интернет-магазинчик, есть физические точки продаж, ребятишки наши делают керамические изделия, мамы делают изделия из ткани, из кожи. Вот, это раз. 2, мы пошли очень сильно в систему образования, потому что это тот запрос, который дали нам родители. Вот как только я пришла в фонд, буквально в июне сразу родители начали трубить, но они до этого это делали, просто мне вот это вот сильно стало слышно о том, что по факту у нас нет инклюзии в системе образования сейчас. Вообще вся система, она испытывает некие такие сложности, ресурсные классы необходимы нашим родителям, нужно понимание, как присваивается вид обучения и так далее, и так
так далее. И мы, слава богу, победили в конкурсе Фонда президентских грантов, и вот реализуем сейчас проект по инклюзивному образованию. В первый раз в инклюзивный класс он начинается. И в будущем, я думаю, что этот проект будет такой более системный у фонда, то есть у нас будут консультанты, которые будут помогать родителям, которые ведут своих ребятишек в первый класс, в детский сад, о том, какое заведение лучше выбрать, как лучше подготовиться к тому, чтобы идти. Потому что многие родители задумываются об этом, грубо говоря, только в августе. А что будет, а куда пойдет и так далее, и так далее. Вот. Много мы делаем сейчас, чтобы переупаковать те процессы, которые в фонде были. То есть фонд очень-очень многогранный. Просто я вот сейчас сказала, наверное, только, не знаю, там 20% из того, что фонд делает. Вы, по-моему, и передачи делаете, да, у нас фестивали организовываете. Да, у нас и фестивали, у нас вот и консультирование, и так далее, так далее, так далее. И мы сейчас вот докручиваем до того, чтобы было более удобно родителям, более удобно специалистам. Думаем, каких специалистов нам еще привлечь, каких специалистов нам нужно обучать. Конечно, есть замысел перейти на максимальную окупаемость, чтобы хотя бы было 50 на 50. То есть 50 поддержка правительства республики, 50 это вот вливание через гранты, через сборы средств и поддержку наших благотворителей. Вот. И самая главная цель, к которой мы идем, фонду нужно помещение здания. Мы задыхаемся сейчас в нашем очень маленьком офисе. Параллельно у нас в студии работают библиотеки, куда нас очень по-доброму пустило руководство смарт-библиотеки и мэрия города Якутска. Да. Просто мы там на безвозмездной основе вот там базируемся. Да. Вот. Есть у нас еще помещение на Богатырева, там, где у нас молодежный центр работает. И все это не наше. И вот гвоздь не вбить, там, ничего не повесить, не сделать, а хочется. Да, какой-то свой интересный ремонт и так далее. И как будто бы мы вот уже немножко ограничены возможностями этих помещений. Нам нужно больше, и эта цель моя, да, вот я ее для себя поставила. Во-первых, чтобы все проекты, которые были запущены ранее, продолжали работу, может быть, были немножко поддокручены до более удобного состояния, и чтобы у фонда появился свой дом. Спасибо большое, Любовь Николаевна, за столь интересную беседу. Действительно, я для себя очень много интересного узнала, нового. И хотелось бы, чтобы все ваши цели были достигнуты, поскольку в вас чувствуется та энергия. Ну и как женщина-женщина, хотелось бы сказать, чтобы вы умело балансировали между работой и семьей. Спасибо, мне это нужно. Спасибо.